Изенер, здравствуйте! Ее нередко называют золотым голосом Хакасии, и с этим не поспоришь. В репертуаре певицы и оперная классика, и русские романсы, и песни хакасских композиторов. На ее выступлениях зрительный зал всегда полон, а аплодисменты звучат не смолкая. Ведь это тот уникальный случай, когда люди идут не просто на концерт, они идут на артиста. Зинаида Аршанова, заслуженная артистка Хакасии, солистка Республиканской филармонии. Именно она сегодня героиня программы «Изенер». Глядя на ее хрупкую изящную фигурку, невольно задаешься вопросом, откуда такой сильный голос. Ее лирико-драматическая сопрано звучит уверенно и мощно, пронизывая гулкую пустоту зрительного зала. Идет репетиция, но Зинаида Аршанова не экономит голос, не убавляет силы. В год моего появления, почти так где-то, появилась и Зина. Она приехала после окончания Красноярского института искусств, и я был настолько удивлен и очарован. Дело в том, что моя профессия позволяет мне видеть много, бывать во многих городах. Я знал певцов, певиц, и вдруг я такое здесь чудо увидел. Это было что-то необыкновенное, такая, на современном языке сказать, презентация выпускницы после института. Я был действительно очарован. Голос такой серебристый. Особое место в репертуаре Зинаиды Аршановой занимает классика. Аида из оперы Верди, Мадам Баттерфляй и Тоска из опер Пучини, а также арии из его произведения «Богема». Все эти партии принесли хакасской певице международную известность. Так, в Дни оперного искусства в Турции Зинаида Аршанова даже удостоилась чести открыть концертную программу. Ее искусство видели и на Кипре, где после арии Аиды имя этой героини даже закрепилось за хакасской солисткой. Настолько правдива она на сцене. Допустим, если я пою «Мадам Баттерфляй», а там сюжет достаточно простой, где такая азиатская девушка, ее бросает европейский мужчина. Ну, что ж тут придумывать? Я, конечно, не обо мне в данный момент речь, но я представляю себя на ее месте, и мне это очень удается легко, потому что обидно бывает, думаешь, ну как так, вот за что он ее бросил, да? Она так искренне любила, она поверила в него, родила ребенка, что тебе еще надо? И получается такая очень жизненная ситуация. И когда я пела в Красноярске, например, или за границей, мне ребята, оркестранты говорили, Света, моя коллега, которая поет со мной эту партию, она очень красиво поет, она молодец, она здорово работает, она мастер. Но Зина, она настоящая.
Зинаида Аршанова родилась в селе Усть-Камышта Аскизского района. Затем семья переехала в село Сарагаш в Багратском районе. Там и прошло детство будущей певицы. У Аршановых 8 детей, 5 братьев и 3 сестры. Зина – средняя из девочек. Родители Семен Евгеньевич и Мария Яковлевна Чебаны вели полукочевой образ жизни. Поэтому дети росли в степи, на воле, частенько предоставленные сами себе. А где простор, там и песня. Простор – это же не трехкомнатная квартира, где вот потолки низкие 2,50, а это простор, это небо, это там нужно петь, чтобы быть вместе с природой. Человек поющий, это же, ну, это так нужно, то есть это так естественно. И поэтому они пели, и мы тоже пели, и мы тоже росли в деревне, и бегали по степи, и в степи очень было здорово петь, потому что там есть куда петь. Зина пела с раннего детства. Это было для нее так же естественно, как говорить. Звонким пронзительным голосом девочка выводила мелодии, которые в своей деревне слышала по радио. А тогда до эфира допускались лучшие советские певцы. Исполнялись классические произведения всемирно известных композиторов. Но подражая столичным исполнителям, при наличии природных данных можно кое-чему научиться. Так случилось и с Зиной Аршановой. У нее природная постановка голоса. Я еще в школу не ходила, она, наверное, в классе 4 была. Был осенний бал в школе. И вот она там выступила, такой она фурор сразу произвела на всех. Песня была из кинофильма «Золушка». «Золушка». И после этого эта песня стала просто хитом у ребятишек. Хотя очень сложная она для исполнения, но вот всем полюбилась. Какой выбрать путь, какой профессии себя посвятить? Этот вопрос даже не возникал у Аршановой. После окончания 8 класса она самостоятельно приняла решение и поступила в Абаканское музыкальное училище, где ее наставником стал Владимир Герасимович Чаптыков. Таким образом, уже в 14 лет девочка, совсем еще подросток, выпорхнула из родительского гнезда. Пришлось быстро становиться самостоятельной и взрослой. Зина после 8 класса уехала. Но она всегда регулярно к нам домой приезжала. Такая она заботливая, так их привозила нам подарки. Вот приезжает домой, как бы праздник она нам всегда устраивала. До сего дня Зинаида сохранила близкие и удивительно трепетные отношения с наперсницей детских своих лучезарно счастливых дней, младшей сестренкой Матрёной. Кстати, Матрёна Семеновна считает Аршанову одаренной и другими талантами. Рисовала очень хорошо рисовала, писала хорошо. У нее всегда были такие записные книжечки, тайные, конечно. Я почитывала их, но не потому, что там что-то я такая любопытная, просто интересно написала. Рассказы небольшие сюжеты, прямо записи, как сказать, очерки вот о том, что видит. Ну, пейзаж даже может описать природу. Или рассказ там о ком-то, о человеке каком-то. Ну, хорошо писала она. А то, что она будет петь, вот даже никто не сомневался. После Абаканского музыкального училища Аршанова уезжает учиться вокалу в Красноярск, в Институт искусств. Теперь это Академия музыки. Курс подобрался сильный, одаренный. Достаточно сказать, что один из ее однокашников – звезда мировой оперной сцены, неподражаемый Дмитрий Хворостовский. Но, как считают специалисты, и наш хакасский соловей Зинаида Аршанова вполне могла бы составить с ним достойный дуэт на любой сцене. Она является солисткой Красноярского оперного театра. С этим театром она ездила за границу,
певала в Лондоне. Вот, и знаю, что главная партия у нее Чио-Чио-сан. В свое время я видел в этой партии знаменитую лучшую в мире певицу Биешу. Но, к сожалению, Зину я не слышал в этой партии, но раз театр пригласил певицу на эту роль, на эту партию, это знак очень серьезный. У меня бывали такие ситуации, когда мне говорят: ты знаешь, вот я бы тебя хоть сейчас в любой театр мира отправила, вот Козырновская Любовь Юрьевна, и приезжала, и я с ней виделась в Москве несколько раз. И она говорит: ну у тебя же тут недоучен, там недоучен, ты языка не знаешь, давай тебя вот что... Ну, вы знаете, может быть, это на уровне разговоров все, но такие разговоры, они бывают очень часто. Для меня это не новость. Но дело в том, что, как ни странно, у меня никогда не было такой вот мысли, такой мечты, чтобы уехать куда-то, тем более насовсем. Уехать, оставить Хакасию, значит отказаться от части своей судьбы. Ведь здесь еще жива мама, здесь родные люди, в поддержке которых она нуждается, друзья. Зинаида Семеновна безгранично дорожит ими. И здесь все связано с очень важным, едва ли не единственным в ее жизни мужчиной, трагически погибший поэт Валерий Майнашев. Он был ее мужем и отцом и единственной дочери Алины. Его внезапный уход в декабре 1992 года до сих пор покрыт тайной. Но для Зинаиды Аршановой Валера незримо остается рядом. Были очень близкие по духу, и было очень легко с ним жить в этом плане духовном. И он во многом, как человека, как женщину, как артистку, он во многом меня воспитал. Потому что он, как настоящий мужчина, считал, что мужчина должен воспитывать женщину в каком-то плане, помогать ей, подсказывать что-то. И то, что он мне тогда он мне дал тогда, на тот момент, осталось со мной на всю жизнь. Все эти его слова и его вот эта вот любовь безграничная ко мне и к дочери нашей. Нам хватило на эти долгие 20 лет, нам с Алиной. И мы с этой его вот такой подачей его жизни, вот этой вот светом его любви, мы до сих пор как бы живем. Она одна вырастила дочь Алину. Сейчас девушке 23 года, живет в Санкт-Петербурге, где осталась после окончания Академии театра и кино. Она очень хорошо поет, она очень хорошая актриса, профессиональная. И я надеюсь, что у нее там как-нибудь сложится в Петербурге. Хотя, конечно, мне бы хотелось как матери, чтобы она вернулась сюда. И я даже ей сказала: Алина, я бы, конечно, вернулась на твоем месте. Но это я бы вернулась. А она-то другая. Другая. Но песни на стихи своего отца Валерия Майнашева, как и ее мама Алина, тоже поет. Они звучат в далеком романтичном городе белых ночей. А здесь, в Хакасии, на родине поэта, практически в каждом концерте их исполняет Зинаида Аршанова. Его стихи сами, словно песня, говорит певица. В них уже и есть мелодия. От ettik tapsapşa bezimde, ot köglik sığırşa, minin ejim şohtan salşa, alji pıser mağzırapşa, sin şejenime ot hatasta, sin naraga jahtan manıbis, Астан соғдан эрақ ишолда, майық пас бістің алжибіз. Наверное, Аршанова немножко белая ворона. Артистка, публичная личность, но шумное общество не любит, предпочитает одиночество. Впрочем, и уродилась она светленькой, нетипичные для ее национальности зеленые глаза и волнистые золотисто-русые волосы. Зинаида Семеновна признается, приходится соблюдать режим, не позволяя себе ничего лишнего. Перед концертами старается вообще ни с кем не общаться и даже не разговаривать по телефону. «Закрываюсь от внешнего мира, чтобы сохранить себя», — говорит певица. И все во имя творчества. Когда филармония открылась, я ввел в филармонии классические программы филармонические. И вот был у нас цикл концертов
французской, австрийской, славянской, русской музыки. Это был такой типа квартет. Скрипач Кноблах, Галина Куц фортепиано и Зина вокал, и я четвертый, как бы вот ведущий. И поэтому я ее очень как бы более пристально знаю. Что главное у Зины, мне так кажется, как я как профессионал и она как профессионал, она себя содержит всегда в форме. Для артиста-певца дыхательная система – это прежде всего. И я просто смело говорю, что это певица номер один у нас в Хакасии. А между тем певица номер один с огромной радостью поет в хоре, церковном хоре, и считает это счастьем и великой благодатью. Я очень рад тому, что Зинаида поет в хоре нашего кафедрального Преображенского собора. И вообще у нас поют все местные практически светила, все золотые голоса Хакасии. И, конечно, Зинаида составляет такой вот один из самых таких прекрасных голосов нашего хора. Но я бы хотел сказать не только о профессионализме, хотя об этом можно много говорить. Зинаида прекрасно разбирается в церковном пении, она знает его, это профессионал, удивительно скромный и обаятельный человек. Ее в хоре звездности не видно, но ее слышно. Там вы не солистка, там вы простая певчая, простая хористка в хоре, такая же, как все. И ни в коем случае не надо выпячивать ни свой голос, наоборот, убирать его со всей силы, насколько это хватит. Но это большая школа. Во-первых, это сама по себе благодать, которая потом отражается на всей твоей жизни. Представляете, вы молитесь, вы поете, да еще не одна, это же такая мощная сила, да еще и литургия. Если вы живете в России, имеете голос, и как бы само собой нужно петь в церковном хоре. Многие певцы, и Шаляпин пел в церковном хоре. Счастье в самых обычных вещах, говорит Зинаида Аршанова. Только понимание этого приходит с годами. Счастье просто жить, любить дочь и выходить к зрителям. Я до сих пор могу петь, потому что певцы очень рано заканчивают карьеру обычно. В моем возрасте уже многие уходят, а я еще только начинаю. Я бываю вот на ее последних сольных концертах. И у нее рост колоссальный сейчас. У нее, я считаю, что сейчас, в настоящее время, это просто расцвет ее таланта. И каждый раз я убеждаюсь в том, что она блестяще владеет 3 вокальными школами: русской, хакасской и западноевропейской. Вот это просто редчайшее как бы качество, широчайший диапазон. Я знаю и просто уверен в этом. И поэтому я не знаю, с кем ее можно сравнить. Это певица, даже я бы сказал, не нашего регионального значения, это певица российского масштаба. Она не реализовала свой потенциал, думаю. Ну и то, что она одна, конечно, живет, это вот мы все об этом переживаем. Ну, а может быть, с другой стороны, как актеры, как актриса, ей лучше даже, что она одна живет, потому что она вся полностью отдается творчеству. Вот невозможно же сегодня на пирожки жарить, а потом завтра, значит, на сцене вот донести до зрителя там эмоции какие-то. Правильно? На ее сольном концерте
В ноябре этого года, посвященном дню рождения певицы, зал просто ревел от восторга. Оперные арии на разных языках в сопровождении симфонического оркестра Хакасской республиканской филармонии, классические романсы, песни хакасских композиторов. Причем Аршанова – та редкая певица, которая исполняет произведения малоизвестных авторов, открывая новые имена широкой публики. И чуть ли не единственная, она ежегодно готовит сольные программы. Любимый артист филармонии. Не однажды Зинаида Аршанова удостаивалась этого звания зрительских симпатий. Я знаю, что это очень ранимый, тонкий и совершенно беззащитный человек. И я не знаю, как она выживает, потому что в мире искусства выживать очень сложно. В любой. Это и в театре, это и в балете, это и в опере. Работа певца – это не та работа, где тебе говорят, у тебя такой голос, давай тебе отправлю, давай тебе сделаем то, сделаем это, садись, поехали. Ну нет такого. Тут нужно самой очень хорошо уметь пробиваться. И не факт, что это все может свершиться так, как ты хочешь. Это все очень сложно. Там у них своя игра, у них свои правила, по которым я, может быть, и не очень-то подойду. Я со своей такой искренностью, прямотой, может быть, иногда слишком такой, да? Я могу и не прийтись ко двору. На каком бы языке не разучивала оперную арию, мысленно всегда перевожу ее на родной хакасский, говорит Зинаида Аршанова. И тогда все звучит для меня совершенно иначе, становится понятным и близким. А музыка, она постоянно внутри, она не покидает. Потрясающее ощущение погружения в мелодию дает певице вдохновение и силы, придавая самому обычному дню выразительные краски и чувство полноты жизни. Наверное, это и есть гармония. На этом я, Галина Овчаренко, прощаюсь с вами, но через 2 недели вновь скажу из НР. Здравствуйте!